Здравствуйте. Большую часть сегодняшней передачи займет комментарий ситуации на рынке труда или, проще говоря, безработицей. Но вначале несколько слов о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. В Якутске вторые сутки ведутся поиски места утечки газа из газопровода высокого давления в районе Коврового центра. По оценке специалистов компании «Леногаз», ремонт удастся завершить только в пятницу. В четверг утром подача газа в 5 котельных была прекращена. Надо сказать, что район Коврового центра ведь он достаточно уязвимый в нашем городе для газопроводов. А в каком смысле? Ну, я просто помню, что, не знаю, несколько лет назад тоже в том же районе была авария. Правда, тогда виновником ее стал экскаваторщик, который копал там какую-то траншею, задел трубу газопровода. Очень красиво было. Большой факел огромный очень и, наверное, страшный для тех жителей, которые оказались в это время без тепла. И возвращаясь к теме прав компании Microsoft. Как оказывается, мы были правы, прогнозируя несколько дней назад, что прокуратура будет искать виноватых не среди школ, а среди организаций и частных лиц. Прокуратура Якутии сообщает о возбуждении уголовного дела против гражданина Т. У него были изъяты программы этой фирмы с нарушенной защитой. Предварительный ущерб оценивается в 150 тысяч рублей. В общем-то, наверное, будет неправильно сказать, что прежде таких дел не было. Были, просто общественность на них внимания мало обращала. Да, это так, ведь большая часть населения и фирм пользуются именно пиратскими программами. Я так даже рискну предположить, что и работники правоохранительных органов в этом смысле не безгрешны. Может, правда, они сейчас быстрее других перестраиваются, поскольку ведут борьбу с этим самым злом. Но вот что касается 2006 года, тогда в Якутске было выловлено различных, скажем так, нарушителей авторских и смежных прав, и ущерб, который они нанесли авторам программ, оценивается в 2,7 миллиона рублей. Правда, взыскать с них удалось меньше 2 миллионов рублей. Госсобрание Якутии в четверг продолжило формирование правительства республики. Отметим назначение на должность министра науки и профессионального образования Александра Пахомова. Прежде он в ранге заместителя председателя правительства работал постоянным представителем Якутии в Москве. Это назначение отнюдь не главного, скажем так, человека в правительстве, в общем-то, вызвало достаточно оживленный такой интерес. Это и понятно, ведь предыдущий министр покинул пост по криминальным мотивам. Замечу, кстати, что дело против него в суде забуксовало. И в заключение никакого криминала. Светлана Светличная стала победительницей виртуального конкурса «Невеста года-2006». Финал шоу прошел вчера. Всего было подано 90 заявок. Участницами конкурса стали молодые женщины, вступившие в брак в 2006 году. Организаторами незабываемого праздника для невест являются Управление ЗАГС при правительстве республики и редакция буклета «Свадебный Якутск». Для примерно 50 тысяч горожан тема безработицы более чем актуальная. В течение прошлого года они либо обращались на биржу труда в поисках работы, либо готовы были к тому, чтобы обратиться за помощью к специалистам. А тем временем сама служба занятости переживает свою очередную реорганизацию. С этого года она возвращена в ведение нашей республики. Хорошо это или плохо? На этот вопрос я попросил ответить руководителя службы занятости Александра Самсонова. Вот это было сначала отнесено, особенно финансирование вопросы, да, то есть взяло федеральное правительство на себя. А тут оно обратно, отдает эти решения, функциональные эти обязанности на регионы, возвратило. То есть наши руководители в свое время были правы, что эти вопросы, они региональные, они должны были остаться в регионе, конечно. Что это, хорошо или плохо, я отвечу так. В принципе, когда вопросы занятости, они являются в ведении местных властей, это хорошо. Мы считаем, чем ниже исполнительная власть, наследственная, к народу, да, ближе она к народу, да, наследственная, улусная, районная, республиканская, то они лучше знают проблемы своих трудовых ресурсов, и в том числе и безработных, и поэтому эти вопросы, конечно, решаются лучше. По официальным данным, количество регистрируемых безработных в нашей республике растет. 2 года назад их было 9400 человек, или почти 2% трудоспособного населения. В позапрошлом году это количество увеличилось до 11,5 тысяч человек, и, наконец, в 2006 году достигло уже 14 тысяч человек, без малого 3% населения республики. То, что уровень регистрированной безработицы у нас немного возрос, надо сказать, это от того, что мы, конечно, последний год, в связи с тем, что мы переходили в республику,
значит, финансирование оставалось федеральным, то мы, конечно, тут провели большую, можно сказать, тотальную, может быть, мобилизацию, работу с безработными, да? Поэтому у нас количество, конечно, безработных регистрируется, оно увеличилось. Но это ничего страшного тут нет, как говорится. Наоборот, все, в общем-то, безработные, они должны стоять на учете и получать, если положено по закону, получать пособие. В последние годы растет количество экономически активного населения, однако параллельно растет и процент людей, которые так и не сумели найти себе занятия. В 2004 году таких оказалось 36%, в позапрошлом году 38%, в 2006 году 36%. Тех, кто хотел бы работать, но не смог найти приложение своим знаниям, умениям и навыкам. Занятость в основном во многом зависит от того, как создаются рабочие места. А это вот на сегодня, конечно, в основном приоритива вот работодателей, в основном, так. Положение тяжелое в сельском хозяйстве, в сельском населении. 70% всех пособий, да, 72% мы распределяем среди незанятых сельского населения. И по активной политике порядка, значит, 64% тоже мы направляем все в сельское население. Поэтому стараемся, конечно, поддержать. Но проблема все-таки не в том, чтобы... Вот согласно закону о занятости населения в Российской Федерации, конечно, основываясь на чем мы работаем, принятое в 1991 году, вот, мы, конечно, работаем только по тем вакансиям, которые нам дают предприятия. Мы сами рабочие места, к сожалению, не создаем. Но мы проводим вот такую, значит, широкую разъяснительную работу, так, вот, среди населения. Вот последние годы у нас очень стало популярно, значит, проведение дней службы занятости в районах Улуса, да, мы где-то уже десятка районов объездили. Проводим дни департамента нашего, значит, наших, то есть управления в центрах занятости населения. Вот. Мы стали активно проводить последние годы ярмарки, значит, рабочих, учебных мест, да, вот особенно среди выпускников. Ведь вот начиная с 2003 года, наверное, у нас все-таки совместная работа с администрацией президента и правительства у нас все-таки упорядочилась в республике. Трудоустройство выпускников вот высших учебных заведений, ну сейчас уже средних переходим, да. Но как будет в перспективе, тут сказать тяжело, вот. Но пока мы такие даем, значит, данные о том, что пока у нас на этом уровне, ну, безработица будет сохраняться, ну хотя бы пока ближайшие 3 года, вот так. Ну, это за счет того, что, я еще раз говорю, за счет того, что банкротятся многие предприятия, у нас еще таких предприятий нерентабельных, к сожалению, в республике предостаточно, да, вот. Но надо сказать, что у нас, я еще раз говорю, что у нас вот эти позитивные сдвиги, вот, в развитии экономики в целом, да, вот это оно сказывается. У нас пришли новые, значит, предприятия, вот сами знаете, развитие нефтегазовой промышленности, оно ведет к развитию, ну и те большие планы правительства, я думаю, что безработица, ну, к концу, во всяком случае, этой пятилетки, она будет уменьшаться постепенно. Безработица – неизбежное зло нашей жизни, но хотя бы потому, что как минимум трижды каждому из нас в жизни приходится менять место своей работы. Это теория, это социология. Ну, не дай бог, конечно, на самом деле испытать счастье, так скажем, в кавычках, попасть вот в ту статистику безработных, о которой мы сегодня говорили. На сегодня все. До свидания.